Программист, серьезно, вообще 1-3 счет. Да. Программист Филипп Портной, город Бостон, США. Внимание, флаг Киргизии. Посмотрели? А теперь, внимание, вопрос. Господин Карпук, что киргизы называют тюндюк? Это центральная часть называется, Тюндюк, да? Ну что это? Почему? Да я слышал про флаг в Киргизии. Вот На это что вот, это ну, похоже? это не мяч, да? Ну, Арбуз, может быть. Может быть, Какой-то солнце? фрукт, может быть. Может быть, это хлеб? Солнышко. с таким хлеб вот узором? может быть хорошо. Хлеб? Это сверху, как на батоне, Ну, да, который нам из будет. толдыра По такой. азербайджанскому тандеме. Окей, а может быть, откуда пробивается свет на заднем фоне, типа Это внутри Читал солнце. описание, да, это не солнце, это вот это. Это не луна, это не говорит. луна, это типа тень. свет, как будто бы... Тень. Что, где тень? Тень. Почему тень? Это непосредственно то, что изображено. Типа что закрывает солнце, Лена? Тюнг — это темный. Что-то закрывает солнце. Луна затмение тогда. Затмение, Это не отмение тогда. Это не крыша дома? Почему на крыше затмение? Почему на флаге затмение? По-другому тюркском языке тюнг темный. Это не юрта, вид сверху, вот, например, вот такая она. Круглая, не кочевой народ. Должно иметь смысл, что на флаге Почему нет? изобразили это, да, наверное? Да, национальный символ. Какой Давай национальный? Может, попробуем. про Это вид сверху, вот такой вот. Да. Давай так. Хорошо. Да. Отвечает Михаил Карпук. Прошу вас. Мы предполагаем, что тюндюк это то, что вот здесь изображено в центре, и это вид сверху на киргизское национальное жилище. Мы не знаем, как оно. Ну, вы можете чуть поправиться? Это вид. Ну, не совсем сверху, да, вот так вот как сбоку немножко. Но это речь о том, что это киргизское жилище. Тюндюком называют киргизское жилище. Ну, киргизское жилище называют юрта. Внимание, правильный ответ. Вы совершенно правильно сказали, что тюндюк – это то, что изображено. То, что перекрывает солнце. Тюндюк, посмотрите на экран, это отверстие в крыше юрты. На флаге изображено, каким видится солнце человеку, находящемуся внутри юрты. Господин Верхошинский. Так, господин ведущий. Я считаю, что можно засчитать этот ответ, но если вы считаете, что вид сверху, вид снизу имеет... То есть они правильно сказали, что это жилище, они юрты не назвали, что это жилище, и там видно солнце. Ну, конечно, если сверху смотреть, солнце внизу не увидишь, но это вот как вы посчитаете. Господин ведущий, я считаю, может быть, я прославлю самым вредным защитником интересов телезрителей, но это не точный ответ. Это не юрта, это отверстие, вверху юрты и так далее. Поэтому я считаю, что ответ засчитать, к сожалению, невозможно. Вы считаете, что невозможно. Господин Новиков, вы, наверное, считаете... Ну, вы понимаете, здесь смотря как относиться. Если мы считаем, что... Господин ведущий, позвольте, да? Да, Владимир. Знатоки отвечали, что это юрта целиком, и видно на нее Юрта. Они говорили, жилище. Жилище, они мягко сказали. Нет, видно господин него Верхошинский, здесь весь вопрос только в одном. Если вы считаете, что Михаил Карпук не от нервов, а на самом деле считает, что, глядя сверху на юрту, внизу можно увидеть солнце, ведь оговорка его была только вид снизу или вид сверху. Если мы считаем, что это оговорка, то тогда ее надо простить. Если мы считаем, что один из лучших знатоков белорусского телеклуба считает, что солнце находится под юртой. Вы меня давите, господин ведущий? Нет, я серьезно, я абсолютно, здесь ситуация абсолютно понятна. Либо это оговорка, и мы ее прощаем, либо вы считаете, что солнце, по мнению Михаила, находится под землей, и мы это не прощаем. На мой взгляд, Михаил имел в виду полную куполообразную юрту. Ну какая разница? А это отверстие вверху юрты вот с таким вот перекрестием. Но не про это. Господин Да, ведущий, да. можно, да? Да. Господин ведущий, вопрос был, что называют тюндюк? Они сказали, что это вид сверху. В данном случае вид сверху, вот как здесь нарисовано, с видом снизу полностью совпадает. Здесь нет никакого солнца на картинке. Поэтому это вот тюндюк. Ну хорошо. Хорошо. Господин Верхошинский, можно я пользуюсь случаем, спрошу
у ведущих, ну просто интересно, разных телеклубов. Я буду только рад, конечно. Карен, прошу, как вы считаете, вы бы засчитали такой ответ? Я бы засчитал, господин. Карен, покажите, вы бы засчитали. Господин Масидзе, а вы бы засчитали? Я бы нет. Раз Карен засчитает, я не засчитаю. Понятно. Так, господин Мухин. Я бы задал бы уточняющий вопрос, но, по-моему, Миша как раз-таки говорил, что речь Я даже дал эту возможность. Да, я понял, да. Но в этом виде, учитывая то, что я самый добрый, как вы говорите, я бы засчитал, конечно же. Потому что действительно был правильный ответ. Ну, господин Касумов... Юрта называл, и это действительно... Юрта только я называл, нет, говорили жилище. Верхушку жилища он говорил. Да. Господин ведущий, следуя нашим кавказским традициям, раз Масидзе говорит нет, я скажу да. Ну хорошо, 3-2. 3-2. Я все равно считаю, господин Микрошин, я считаю, что это, понимаете, если мы считаем, что, ну, моя логика простая, если Михаил считает, что под землей находится солнце, вот он говорит, да, и вид снизу, а там солнце, то означает, что, ну, вообще он не то, что ему в элитарный клуб не надо ходить, я считаю, что это оговор. Маш Павлович Леонидович. Шестой раунд. Да.